эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. 2 самолета для вызова осадков задействуют в Якутии в 2023 году. В Якутске проходит межрегиональная практическая конференция противопожарных служб. Проблема бездомных животных остается одной из самых обсуждаемых в Нерюнгринском районе. Гражданский форум в Якутске собрал порядка 700 общественников и активистов. Более 450 представителей средств массовой информации работают на вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль в Климовском районе Брянской области. Погибли 2 жителя, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также, по словам главы региона, Климовский район подвергся атаке вооруженных сил Украины с применением беспилотника. В результате сброса загорелся жилой дом в селе Сушаны. Кроме того, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка. Нескольких жителей взяли в заложники в магазине в селе Любичане. В Центре общественных связей ФСБ подтвердили, что в Климовском районе проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. Операция проходит совместно с силами Минобороны. Руководитель филиала одного из банков Ленска подозревается в хищении денежных средств со счетов вкладчиков. Такая схема мошенничества в районе выявлена впервые. Обманутые вкладчики подали заявление в суд и ждут возврата украденных средств. С подробностями наши коллеги. Схема, по которой действовал мошенник, была им тщательно отработана. Сотрудник банка выбирал клиентов, у которых на счетах находились крупные денежные средства, обзванивал вкладчиков и предлагал на выгодных условиях, почем подразумевались хорошие проценты, передать накопление ему в долг. 3-4% в месяц, с которых, можно сказать, они налоги не платили, были довольны, то есть все получали проценты, исправно платил их до определенного срока. Потом произошли определенные финансовые проблемы, я уже не смог ничего платить вкладчикам, поэтому все прекратилось. Так и прекратил мошенник выплачивать клиентам проценты и возвращать денежные средства. В общей сложности он обманул доверчивых вкладчиков на сумму 108 миллионов рублей. Следственным отделом ОМВД России по Ленскому району возбуждены уголовные дела по 50 эпизодов в отношении гражданина города Ленска, который, брав займы у граждан Ленского района, не отдавал денежные средства. По данному уголовному делу проводится предварительное следствие и планируется окончание уголовного дела в ближайшее время. 87-летний пенсионер, инвалид первой группы, нуждающийся в срочной операции, тоже стал жертвой мошенника. Обман ему стоил 1 миллион 750 тысяч рублей. Думаю, пойду ту сумму сниму. Прихожу, мне говорят, нету в банке. А деньги-то где? Где вот его? Я вам ложил? Ложил. Он, говорит, снял на какую-то женщину, на карточку, а с той карточки на другую карточку. Вот так они уплыли. Нескольким обманутым вкладчикам, в том числе пенсионеру, мошенник все же вернул денежные средства. Сегодня злоумышленник находится под следствием. В скором времени ему будет вынесен приговор. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутии во время пожароопасного сезона этого года будут работать 2 самолета-зондировщика. Об этом сообщил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков. Он добавил, что на базе полярных авиалиний готовится 1 самолет с оборудованием по искусственному вызыванию осадков. Задача стоит в том, чтобы к 1 мая этот самолет был подготовлен. В прошлом году сотрудники службы спасения прошли обучение для работы на данном оборудовании. 2-й самолет будет относиться к Росгидромету. В столице региона проходит 2-я практическая конференция по обеспечению пожарной безопасности силами и средствами противопожарной службы субъектов Российской Федерации. На мероприятии якутяне поделились своим опытом с гостями из других регионов страны. Кроме этого, обсудили вопросы профилактической работы и борьбы с огнем. Отметим, что в этом году мероприятие имеет межрегиональный статус. Подробнее в материале Галины Чекуровой. Пожарные спасают жизни и дома. В столице обсудили планы по обеспечению пожарной безопасности. Якутяне поделились опытом работы в условиях высокой разобщенности территорий. Главной целью мероприятия является налаживание сотрудничества с другими субъектами страны.
Надеемся, что мы совместными усилиями добьемся того, что конкретно определить порядок тем или иным направлением нашей деятельности. И мы обязательно между нашими учреждениями подпишем соглашение о дальнейшем взаимодействии, чтобы мы в рабочем порядке обменивались опытом и поставленные перед нами задачи выполняли сообща. Профессию пожарника выбирают не только мужчины. Доказательство тому инструктор противопожарной профилактики из Алданского района Ольга Цыпандина. В 2021-м она стала инструктором года. В течение 10 лет она успешно проводит различные мероприятия с детьми по профилактике пожаров. По ее утверждению, с детьми работать даже легче, чем со взрослыми. Допустим, у нас идет сейчас акция, проходит «Предотврати пожар, установи АДПИ». Мы это приносили взрослым. Но взрослые не воспринимают информацию. Когда я это стала говорить детям, дети стали приносить это домой, в дома. И когда уже в следующий раз мы пошли по профилактической работе, то взрослые стали интересоваться. Они говорили, что вот ребенок пришел с детского сада и рассказывает про какую-то там коробочку. Дети со школы стали приходить и рассказывать об этом, датчики. И взрослые начали интересоваться. То есть вот я сейчас в своей работе через детей доношу информацию до взрослых. На конференции приняли участие около 200 работников противопожарной сферы из республики и других субъектов России. Пожарные из Якутии выступили с докладами о проводимой работе в суровых зимних условиях. Это общая тема, общая актуальная тема для всех регионов, именно развитие противопожарной службы. Конечно же, в докладах мы отмечаем, что идет развитие противопожарной службы. Она составляет основу сил и средств наших территориальных подсистем предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. И, конечно же, от ее развития будет зависеть именно спасение и сохранение жизни и здоровья наших граждан. Помимо конференции в столице региона, делегация, состоящая из представителей улусов республики и субъектов России, поедут в Намский район. Место выбрано не случайно. Район показал наилучшую подготовку по тушению пожаров. Кроме этого, намские пожарники заняли первое место по результатам прошлого года. Отряд Намского района поделится своим опытом. Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Якутск. Курсы операторов беспилотных летательных аппаратов продолжают работу на базе колледжа связи и энергетики имени Дудкина. В центре курсанты тренируются управлять дронами разных моделей, наиболее распространенных в зоне проведения специальной военной операции. Там беспилотники выполняют важнейшие задачи. Бойцы получают специальность оператора беспилотного летательного аппарата в течение 2 недель. Противопоказаний и ограничений по возрасту в центре обучения нет. Пройти подготовку по специальности может любой желающий. Наша первая задача – обучать наших мобилизованных, контрактников и добровольцев для получения специальности оператора БПЛА с последующим выездом в зону проведения специальной военной операции. Задачи самого широкого спектра. В первую очередь это непосредственно разведка. Следующая задача – это сброс боеприпаса. Далее у нас идет корректировка артиллерийского огня, воздушный таран. Зимние перевозки жизнеобеспечивающих грузов продолжаются в республике. Всего из общего плана на данный момент выполнено 54%, а именно перевезено 479 тысяч тонн. Автоземники в центральной группе районов планируют продолжать работу до середины апреля, а в северных и арктических районах до конца апреля. Да, конечно, низкие температуры в начале года они повлияли на работу техники, но на сегодняшний день все понимают, и ресурсоснабжающие предприятия, и перевозчики о необходимости ускорения и дополнительного привлечения техники в связи с тем, что малое время остается закрытие наших автозимников. Правительство Российской Федерации внесло несколько изменений в правила дорожного движения. Они вступили в силу с 1 марта. Теперь водительское удостоверение можно будет предъявить в электронном формате. Документ имеет юридическую силу, как и оформленный на бумаге. Помимо этого, уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением. Особый статус получили электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Теперь они называются средства индивидуальной мобильности. С
1 марта вступили в силу изменения для водителей. Если оформлены электронные виды документов, водители могут использовать их вместо бумажных. На кольцевых те, кто в круге остаются главными, но теперь уступают им дорогу. При въезде в круг нужно только, если двигаешься по главной дороге. Электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса будут отнесены к транспортным средствам. В Москве проходит международная конференция «Арктика-2023», где участники обсуждают устойчивое развитие арктических территорий. Мероприятие проходит в Торгово-промышленной палате России. Участниками стали около 200 человек. Это ученые, госслужащие, представители коренных малочисленных народов Севера. Спикеры уже завершили первое пленарное заседание. С его итогами на прямую связь выходит Айсена Бурнашова. Айсена, приветствую. Расскажи, на что был направлен фокус внимания докладчиков. Кристина, я тебя тоже приветствую. На самом деле заседания еще продолжаются. Здесь проходит уже второе пленарное заседание, поэтому мы постараемся немножко потише говорить, чтобы не нарушить тишину, не нарушить выступление участников. Первое пленарное заседание завершилось. Спикеры проговорили в течение 3 часов. Участники обсудили сразу несколько тем. И дороги, и автозимники, и Северный морской путь, и, конечно, экономику в Арктике. Все вопросы, естественно, касались повышения качества жизни на севере. И Якутия сегодня практически хедлайнер конференции, потому что оказалось, что якутянам есть чем поделиться и есть что рассказать. Так, например, предприятие Якутоптторг делится опытом создания торгово-логистических центров в Арктике. И как результат снижение цен на продукты питания на севере. Они отстраивают, проще говоря, магазины со складами, обеспечивают хранение и доставку продуктов питания, и более того, у них низкие цены для севера. Так, например, в Белой горе можно купить картошку за 89 рублей, точно так же, как в Якутске. Как у них получилось это сделать, этим опытом они делятся с другими участниками конференции. У нас цены ниже за счет того, что мы получаем субсидии в виде возмещения транспортных расходов по завозу продуктов питания из Якутска в Арктический район. В 2021 году были открыты 2 первых центра. Это поселки Белая гора Абийского района и поселки Усть-Куйга Усянского района. Вот в течение этого года откроется уже 5 торгово-логистических центров. И уже в этом году мы начинаем закуп и завоз строительных материалов для строительства следующих центров. 5 это где будет? Так, это у нас Жиганский, Булунский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Верхнеколымский район. Конференции проводятся 8-й раз, но сегодня, пожалуй, впервые особое большое внимание было уделено социальным мероприятиям, в частности, детскому отдыху. Так, по мнению председателя Илтумена, нужно больше финансовых средств на реализацию федерального проекта «Дети Арктики». В прошлом году по этой линии отдохнули 332 ребенка из Якутии. Но сейчас в Якутии у нас насчитывается почти 4000 детей, и каждому из них необходим отдых, а для этого нужны финансовые средства. И на этом сегодня как раз-таки тоже заострили особое внимание. Для того, чтобы в целом наших республиканских детей вывести до места отдыха, если мы 100% охват будем делать, то нам на сегодняшний день по сегодняшним тарифам получается где-то 235 миллионов нужно рублей. А федеральный бюджет вообще в целом предусмотрел по федерации 250 миллионов рублей. Конечно, республике это недостаточно, и нам приходится из своего бюджета в какой-то части, наверное, восполнять. Первое. Второе, мы, конечно же, говорим, раз это федеральная программа «Дети Арктики», то мы должны предусмотреть весь объем тех средств, которые необходимы всем субъектам Российской Федерации. Ну и, кстати, впервые за 8 лет проведения этой конференции генеральным партнером стал СВФУ имени Амосова. И сегодня преподаватели, научные сотрудники СВФУ делятся своим опытом и прежде всего научными знаниями. И каждый участник нацелен на то, чтобы жизнь в Арктике стала качественней и безопасней. Сегодня первый день работы конференции, завтра будет 2-й. Коллеги, передаю вам слово. Айсена, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсена Бурнашова.
В Якутске проходит ежегодный масштабный гражданский форум «Человек труда. Новые вызовы и возможности». В этом году мероприятие посвящено Году труда в Якутии. Всего принимает участие свыше 700 человек, и в течение 2 дней они будут работать по 5 площадкам. Какие насущные вопросы подняты на форуме и о важности его проведения для региона, расскажет Светлана Амосова. Одной из основных тем форума стала дискуссионная площадка «Достойный труд. Основа благосостояния человека». В ней принимает участие свыше 70 человек. Это представители органов власти, предпринимательских экспертных кругов, общественных организаций. На этой площадке будут рассмотрены вопросы, направленные именно на совершенствование тех процессов, которые сегодня у нас есть в социально-трудовых отношениях. Это вопросы и оплаты труда, вопросы охраны труда и многие другие. По видеоконференц-связи также подключился московский эксперт, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все стороны социального партнерства – государство, бизнес, общество, профсоюзы – регулярно проговаривали имеющиеся проблемы и совместно определяли оптимальные варианты их решения. Сегодня, насколько, скажем, человек труда имеет те условия, те возможности, которые ему предоставлены, и в будущем, что необходимо сделать, принять, какие решения для того, чтобы действительно ему было комфортно, чтобы каждый человек, который трудится, имел бы именно ту работу, которая для него предназначена. Ключевыми темами дискуссионной площадки «Сделано в Якутии, сделано в России, выбираем свое» стали вопросы поддержки местных товаропроизводителей, концепции развития якутского производства и перспективы регионального фонда развития промышленности. Сегодня мы должны услышать друг друга. Это наша самая главная задача. У предпринимателей, безусловно, очень много проблем, начиная от вопросов налогообложения, заканчивая вопросами подготовки кадров. Сейчас необходимо обратить особое пристальное внимание именно на развитие предпринимательства в сельской местности, в арктических районах. Кроме того, в рамках гражданского форума состоялось республиканское собрание матерей на тему «Национальная стратегия в интересах женщин. Услышать каждую». Активные женщины-мамы, которые успешно совмещают свои семейные обязанности и трудятся в различных отраслях, обсуждают насущные для них вопросы и вносят предложения по реализации плана национальной стратегии в интересах женщин до 2030 года. Я как женщина, как мать, понимаю, что это настолько глобальная фраза «услышать каждую». Но чтобы услышать каждую женщину, нужно, чтобы эта женщина имела возможность сказать. И сегодня на нашем мероприятии собрались более 150 самых красивых женщин, умных, с горящими глазами. Гражданский форум завершится 3 марта. И по итогам работы будут приняты проекты предложений в резолюцию форума. Светлана Амосова для Сыромятников, Якутск. Во всех районах Якутии в Якутске увеличат количество рейдов по контролю за соблюдением правил содержания домашних животных. Будет усилена работа по отлову безнадзорных собак. Хозяев питомцев, которые оказались на самовыгуле, накажут рублем. Как сообщил руководитель Департамента ветеринарии Республики Петр Петров, с начала года оштрафовали более 90 владельцев животных. В рейдовых мероприятиях участвуют госинспекторы Департамента ветеринарии Республики, представители органов местного самоуправления, административных комиссий, управ и полиции. Тем временем, с наступлением теплой погоды бродячие собаки на улицах Нерюнгри стали все чаще сбиваться в стаи и в поисках пропитания проявлять агрессию и нападать на жителей. Как будет решаться наболевший вопрос, расскажут наши коллеги. Проблема безнадзорных животных в Нерюнгринском районе по-прежнему вызывает тревогу у жителей. Продолжаются нападения собак как на взрослых, так и на детей. Открытие приюта, где животные будут содержаться пожизненно, пока сопряжено с определенными юридическими формальностями. Тем не менее, работа с урегулированием количества собак на улицах продолжается. Сейчас какая работа ведется? У нас депутаты городского совета с нашей подачи одобрили расширение пункта передержки. То есть мы будем достраивать еще в количестве примерно 20 вольеров, будет еще достроено. Это позволит еще оттянуть на себя какое-то количество животных. Это первое. Второе. Значит, мы ведем работу, нашли заброшенное здание, сейчас пытаемся признать его бесхозяйным и дальше по процедуре уже забрать его себе, сделать переустройство и там уже сделать уже полноценный приют.
Второе. Третье. Значит, была договоренность у нас с главой Нерюнгринского района, и, в принципе, вот этих договоренностей не отходят, о том, что с фонда промышленных предприятий будут выделены деньги на проектирование приюта, потому что все-таки мы говорим о приюте общем, не только городском, а и районном. Хорошие результаты показала практика пристройства собак из пункта передержки в семьи. Уже 20 брошенных животных вновь обрели любящих хозяев. Ну а жители города Нерюнгри в своем большинстве поддерживают гуманный вариант решения проблемы. Надо создать какой-то центр для собак, чтобы бездомные собаки могли там жить. Не убивать же их. Вылавливать и как там, усыплять или что. Достали, везде грязно. Никто не убирает за собаками. Когда говоришь хозяевам это, пусть они нам говорят, делают территорию для выгуливания. Приюты создавать, это же очевидно. А если приютов не хватит? Ну, наверное, предлагать людям, желающим взять на попечение питомцев. Приюта, чтобы приют был. А если в приюте станет не хватать места? Ну, что расширять. Вы больше за гуманный такой вопрос. Ну, конечно. Как бы сейчас много их развелось, этих собак. У нас даже в Чульмане, я сам с Чульмана, у нас тоже там много. Ну, ничего, вроде вопрос решается. Я думаю, нужно построить питомник и содержать в питомнике животных. Остается надеяться, что вопрос с безнадзорными животными будет разрешен раз и навсегда. И собаки снова станут исключительно другом человека. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Сразу 4 района Якутии признаны эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Жителей Алданского, Нерюнгринского, Ленского и Алекминского районов будут вакцинировать. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева в ходе расширенной коллегии ведомства. Она отметила, что ранее от энцефалита были вакцинированы только декретированные профессиональные группы, например, лесники и пожарные. Сейчас прививки должно получить все население эндемичных районов. По ее словам, нападения клещей на людей увеличиваются ежегодно. Молочный завод в Мирном выпускает в год 900 тонн продукции, в которую входят не только молоко, но и разнообразные кисломолочные продукции. Подробнее о работе предприятия расскажут наши коллеги. Молочное производство в городе Мирном существует более полувека, с тех пор, как молокозавод был выделен из объединения комбината целлюлозной промышленности в отдельное предприятие. За последние несколько лет молокозавод Мирмилк вырос в стабильном и постоянно развивающемся производстве. Мы подготовили проект развития и проект техперевооружения. Мы привезли новое оборудование. Это новое разливное оборудование, которое позволило нам увеличить объемы разливной продукции в разы. То есть это молоко, кефир, йогурт, снежок. Мы перестали терять время на ручной труд. Мы, освободившись от этого ручного труда, мы смогли развиваться дальше. И объемы у завода начали резко возрастать. Линии розлива воды, напитков – это тоже отдельные автоматизированные линии, которые тоже были приобретены не так давно, чуть более 5 лет назад. Мы сами здесь на заводе стали выдувать ПЭТ-тару для того, чтобы упаковывать нашу продукцию. Небольшой, но слаженный коллектив выпускает в год 900 тонн продукции, в которые входит не только молоко, но и разнообразные кисломолочные продукции, а также безалкогольные газированные напитки. Работаю не так давно, но даже за это время успела проникнуться идеей давать, наверное, самый качественный, лучший, вкусный, свежий товар, потому что нам очень важно это делать, ведь мы кормим весь Мирнинский район. То есть у нас кушают детки, у нас кушают детские сады, школы. Все очень любят нашу продукцию, и взрослые, и дети. Предприятие всегда придает своему продукту изюминку. К примеру, можно отнести творожную массу со специальной ложечкой, которые придумали сами жители Мирнинского района. К слову, это не первая продукция, в которой участвуют местные жители. Остатная сметана получила новую упаковку. Эту упаковку выбирали все жители Мирнинского района. Мы запускали пост с голосованием. Было 4 вида упаковки на выбор, но наши мирнинцы выбрали именно вот такой. Мы реализовали этот проект, и теперь вот такая сметана есть уже у нас на полках.
Видов выпускаемой продукции множество. Это молоко, сметана, творог, творожная масса, кефир, ряженка, биойогурты с различными наполнителями. На особую популярность среди покупателей производства «Мир Милк» получают любимое всеми лакомство мороженое. Анна Васильева, Мирный. 542 выпускника покинут стены Якутского медколледжа в этом году. В образовательном учреждении состоялось ежегодное распределение студентов. 28 медицинских учреждений республики пришли на мероприятие отобрать необходимых специалистов. Ранее уже состоялось предварительное распределение. По ее итогам уже 93% определились с работой. Сейчас проходит так называемое заключительное распределение, на котором оставшиеся студенты устроились на будущее место работы. И мы очень благодарны и студенты, и родители, потому что мы не готовим куда-то просто так, только обучаем как образователь. Мы готовим, уже знаем с первого курса, если целевой, они свое будущее место работы знают и к нему готовятся, что куда они поедут, в каких условиях будут работать. В освещении вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе задействовано 456 представителей федеральных и региональных средств массовой информации из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Республики Беларусь. Пресс-центры функционируют на всех территориях проведения соревнований. Из Якутии на играх работают журналисты из республиканского информационно-издательского холдинга «Саха-Медиа», новостная служба «Улус-Медиа», региональный телеканал НВК «Саха». Официальным транслятором игр «Дети Азии» в Кузбассе выступает федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ». Казахстанские спортсмены участвуют в 5 видах спорта. Среди них есть шорт-трек, конькобежный спорт, хоккей и лыжные гонки и прыжки с трамплина. Наши спортсмены, в Казахстане сейчас шорт-трек и конькобежный спорт очень бурно развивается. Наши шорт-трекисты вчера завоевали 2 медали и участвовали в эстафете, но не смогли завоевать медали. Хоккей тоже сейчас в Казахстане хорошо развивается. В эти игры приехали игроки в возрасте 15 лет, Ю-15 лет. В основном эта сборная сформирована в базе хоккейного клуба «Борис», который играет в высшей хоккейной лиге. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Не переключайтесь.